декабре 2020 года правительством нашему государственному предприятию Центр электронного взаимодействия «Тундюк» было поручено разработать систему по учету транспортных средств, которые пересекают государственную границу с Кыргызской республикой. Мы впервые смогли освоить новую технологию, как нейронные сети, это является частью искусственного интеллекта, и задействовать его для фиксации транспортных средств, которые проходят через государственную границу. Буквально на днях мы полностью ее запустили, эту систему. Сейчас мы ведем подключение камер наблюдения пограничной службы, таможенной службы, весогабаритного контроля и других контролирующих органов, которые участвуют во всем этом процессе. Наша система позволяет распознать номерные знаки транспортного средства, страну, с какой страны эта машина заезжает. Помимо этого, модель и марку, цвет автомашины и другие характеристики, которые потом мы можем сопоставлять. Также ведется работа по сбору всех данных, которые сейчас у нас имеются. То есть, когда машина пересекает пограничную службу, пункт пропуска, мы получаем от пограничной службы. Дальше она пересекает таможенный контроль, мы получаем данные таможенного контроля, все необходимые декларации, вес, груз какие-то. Потом мы получаем данные из весогабаритного контроля Министерства транспорта. Мы сопоставляем эти данные, сколько, вот если через границу зашло, там 20 тонн какого-то груза, потом, когда она проехала наши вот эти посты, где контролируется, с каким весом она проехала. Помимо этого мы получаем данные из камер безопасного города. И уже мы можем проследить, как транспортное средство с каким-либо грузом полностью по Кыргызстану передвигалось, проезжало и так далее и тому подобное. Это в первую очередь позволяет нам видеть полную картину, которой у нас сейчас нету. То есть мы будем в целом по Кыргызстану видеть, какие у нас идут потоки, в какую сторону выходят, транзит, импорт, экспорт и так далее. Это раз. Второе, это возможно снизит определенные коррупционные риски, которые сейчас наблюдаются. То есть мы сможем прослеживать любой груз от точки пересечения до точки растаможки или там, логистической точки. Поэтому это один из больших преимуществ этой системы. На данном этапе у нас подключено пункт пропуска Торугард, Иркиштам, Чалдабар, Ахтилек и Чонгапка. А вот здесь вы можете увидеть, что мы в режиме реального времени подключены к камере пункта пропуска Иркиштам, это на границе с Китаем. Да? Вот эта камера, она передает данные в нашу систему, и с помощью уже нашей системы мы распознаем, какое транспортное средство заезжает и какое транспортное средство выезжает. Вот весь этот поток попадает в систему, и уже в системе мы уже автоматически, вот здесь, если вы посмотрите, это искусственный интеллект, он распознал, что это транспортное средство, он распознал номер машины, и он распознал, что оно пересекает границу. Да? И она уже говорит, вот пункт пропуска Достук, в такое-то время, такая-то машина, такой-то стране принадлежит, она вот это, все данные распознала. Сейчас мы ведем подключение данных по налоговой службе, по таможенной службе и по пограничной службе. То есть эти данные, когда эта машина у нас появится, все будут собираться, и мы уже сможем какую-то видеть прослеживаемость, в какое время он пересек границу. Например, предположим, что машина с транзитом из Китая заезжает в Кыргызстан и везет груз в Российскую Федерацию, да? Но по факту может произойти так, что она заедет и в Кыргызстане растворится, тем самым может не уплатить таможенные сборы. Сейчас это очень сложно проконтролировать. Когда эта система заработает, все эти риски автоматически уже будут высвечиваться, и правительство будет иметь возможность уже точечно смотреть, какие транспортные средства они выехали, какие заехали и так далее.